Нариман Джилял с нами на связи из Крыма. Первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Вот, Нариман, салям алейкум. Мы не слышим вас. Алло. Вот сейчас слышно. Алейкум салям. Да. Так ли радужно, как рапортуют российские СМИ, прошло голосование в оккупированном Крыму? Но нужно отметить, что голосование в целом проходило спокойно. Я старался помониторить, благо на многих участках были установлены видеокамеры. Я даже делал пост в социальных сетях о том, что там вполне таки затишье, в принципе. Наблюдал несколько часов за происходящим. О каких-то провокациях особых на избирательных участках мы не слышали, хотя были сообщения о том, что, не дай бог, кто-нибудь задерживался у избирательного участка, тут же подбегали полицейские выяснять, что это такое. А некий господин Бальбек даже выдал очень интересный такой вывод, что, оказывается, спокойно, согласно конституционного права любого гражданина, фиксировать публичные действия там, на камеру телефона или на видеокамеру, это сегодня в Крыму оказывается провокация. Вот, такие провокаторы, слава богу, как раз таки были в Крыму и фиксировали что-то происходящее. Очень важно при анализе ситуации обратить внимание на то, что в Крыму, в отличие от России, ни о каких независимых иностранных наблюдателей или наблюдателей от там, оппозиционных кандидатов российских не было. Поэтому все те заявленные 3 с лишним, там 3,5, по-моему, тысячи общественных наблюдателей, это все они часть той же государственной системы, которая сегодня обеспечивала переизбрание Владимира Путина. Ну и, конечно же, мы сегодня получали, и вот даже сейчас приходит сообщение о многочисленных фактах давления на людей с целью добиться от них явки на избирательные участки. Вот я делал перепост сообщения девушки о том, как ее мать, учителя, директор заставляла явиться на избирательный участок. Доходило даже до абсурда. Где-то час назад сообщили мне, что с утра одного из активистов Кировского района прокуратура, то есть лично прокуроры районные вызванивали и угрожали ему сносом его жилого дома, если он не пойдет на избирательный участок. Естественно, этот человек набрался храбрости, послал их подальше и все-таки сделал так, как он считал нужным. А в целом я согласен с тем, что вот в сюжете сказал муфтий Крыма Эмир Али Аблаев. Мы действительно, крымские татары, никогда не будем прислушиваться к тому, что нам указывают из-за полуострова, а именно из Кремля, это уж точно. И крымские татары сегодня действительно проявили активно свою позицию, проигнорировав эти выборы и фактически не участвовав в них, за небольшим исключением людей, которые в основном были вынуждены по тем или иным причинам явиться на участок.